толерантность и терпимость примерно про одно и то же. Про умение сдержать себя. Там, где у тебя начинается что-то в душе, что поднимает твое эго, и ты понимаешь, что твое эго, оно может в какой-то момент перейти границу другого эго. Но это речь о свободе, мне кажется, когда мы говорим о толерантности, это вопрос свободы и ответственности. Мы живем в обществе, и если ты такой нетерпимый, если тебе мешают границы другого человека, ну окей, давай, Робинзон, вон тебе остров, или, не знаю, избушка в лесу, или джайлоу в горах. Но человек не может жить один. И если ты не один, то ты всегда должен понимать, где твоя личность заходит на территорию другого человека. То, насколько ты уважаешь себя, то, насколько ты уважаешь другого человека, показывает, насколько ты уважаешь себя. Я с большим уважением отношусь к человеку, который искренне верует, если мы говорим о толерантности в области веры, который верует искренне в то, во что он верует. Мне для этого не нужно объяснять, да? Он может не пользоваться логическими инструментами, чтобы доказать, что вот его вера правильная. Хорошо, верь во что угодно, это область твоего интимного состояния, да? Или, знаете, мне очень нравится, у Венедикта Ерофеева есть такое выражение: надо чтить потемки чужой души. Чувствуете? Чтить потемки чужой души. Вот у каждого человека есть такое место, куда он может впускать, не впускать. Может просто там быть один. Это область его такой, ну, извините, медитации, да, самим собой. Разговор с самим собой очень важен. И мне кажется, настоящая вера, религиозность или вот эта вот чувствительная, да, часть нашего «я», она всегда, она молчалива. Когда человек слишком много говорит об этом интимном, ну, извините, я перестаю этому верить. И мне кажется, что в этом смысле, знаете, тогда, когда человеку угрожает что-то, да, вот его вере, и он вынужден скрывать это, вот там она крепче почему-то становится. Это парадокс такой, да? Допустим, во времена гонений, во времена запретов, да, это становится более ответственным. Человек знает, чем он рискует. А когда вокруг есть какой-то тренд, вот, допустим, все во что-то веруют, в макаронного монстра, в Будду, кого угодно, да, то это легко. Легко, когда ты вместе, всем таким вот колхозом, да, куда ты идешь. А когда ты один, отстаиваешь свою частную жизнь, а вера – это частная жизнь. Сюда также входит твоя сексуальная ориентация, это тоже область потемок. Это мои потемки, извините, я туда никого впускать не буду. Я не буду ходить с плакатом про мою интимную жизнь. Зачем? Кого это касается? Поэтому я спокойно отношусь к людям разной сексуальной ориентации, допустим, и разных политических убеждений, если они не античеловечны. Если они не призывают уничтожить всех, кто не похож на меня. Да? Свобода самовыражения. Она тоже имеет, ну, как всякая свобода, пределы. Да? И если человек указывает кому-то, что ему делать, куда ему ехать, с кем ему жить, ну, елки, это уже не свобода, извините. Это уже императив, да? Императив, империя, да, это человек выстраивает свою империю со своим пониманием. Не, мне кажется, знаете, от чего это? Вот когда люди долго сидят, допустим, в тюрьме, да, где-то в заключении, лишенные свободы, вот их как сразу выпустят оттуда, они не чувствуют границ, да, и вот это ощущение границы, оно создается за счет чего? За счет культуры. Если человек начинает понимать, что другой человек такая же ценность, как он
Он не будет указывать, он не будет выступать как император, да, своей империи и создавать свой закон. Он поймет, что в обществе должно быть согласие. Это значит, что должны звучать разные голоса. Мне кажется, здесь очень важно, чтобы люди научались слушать другого человека. А умение слушать – это очень сложное умение. Оно состоит из умения видеть, молчать, не говорить. Свобода – это не про то, что только говорить, а умение молчать и слышать другого человека. Да? Причем не только слышать, видеть его, да? Вот сейчас же очень многие вещи люди изучают, ну не все, конечно, но мне кажется, тенденция идет. Люди смотрят на другого, да, с точки зрения психологии, там, изучают язык жестов, там, они понимают, что такое hate speech, они понимают, что такое речь манипулятивная, да. Вот, мне кажется, это все классно. Вот знаете, немножечко, и мы начнем это понимать глубже, и люди научатся читать другого человека, как читают книгу. Это должно быть. Потом языки, да. Когда я понимаю язык другого человека, я понимаю его лучше. У Станислава Ежелеца есть такое выражение: ты никогда не поймешь, о чем молчит человек, если не знаешь его языка, да? Умение понять молчание другого, умение понять контекст, в котором человек живет, это очень тонкая штука. Поэтому говорят, там, Восток – дело тонкое. Вы знаете, любой этнос – дело тонкое. Все равно с кем ты разговариваешь, с человеком из австралийского племени, да, какого-нибудь, говоришь ли ты с профессором, допустим, французом, да, или ты говоришь с русским крестьянином, или с казахом на границе с Кыргызстаном, да, вот. Ты понимаешь, что это другой, извините за выражение, менталитет, да. Вот умение понять, прочитать другого человека – это очень важно. Но это дает только культура. Если я буду читать историю, да, этого человека, я имею в виду историю его народа, да, если я буду понимать его культуру, его традиции, я просто буду наблюдать за тем, как живет другой человек и другая культура. Ну, надо туда идти просто, другого пути нет.